Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучать раздел «В здоровом теле здоровый дух». И сегодня у меня для вас интересный урок на тему «Завтрак полезен или нет?». Сегодня на уроке вы будете составлять предложения, а также согласовывать имена существительные с именами прилагательными в числе и роде. Смотрите на эти продукты. Дайте совет, какая пища полезна для завтрака. Назовите ее. При ответе составьте предложение, используя существительные, прилагательные и глаголы. Конечно, ребята, самой полезной пищей для завтрака будет молоко и каша. Кока-кола и чипсы вредны для здоровья. Их использовать ни в коем случае нельзя. А вот сок и суп, они полезны для обеда. Отлично. Играем. Перед вами 3 ряда слова. Найдите в них лишние слова. В каждом ряду есть по одному лишнему слову. Найдите их и докажите. Проверьте. Слова лепешка, торт, булка обозначают хлебобулочные изделия, а каша к ним не относится. Поэтому каша будет лишним словом. В словах суп, сок, вода, чай сок, вода, чай указывает на напитки. Суп к напитку не относится. В словах варенье, яйцо, груша, яблоко лишние слова будет яйцо, потому что оно не имеет отношения к фруктам. Ребята, текст и ответьте на вопросы. Санат живет в Казахстане. Он ест на завтрак вкусную кашу и пьет теплый чай с молоком. Данил живет в России. Он ест на завтрак сладкие блины и пьет холодный компот. Ответьте на вопросы. Что есть и пьет на завтрак Санат, а что Данил? Верно, ребята. Санат ест на завтрак вкусную кашу и пьет теплый чай с молоком, а Данил ест на завтрак сладкие блины и пьет холодный компот. Назовите глаголы настоящего времени. Докажите. В этом тексте есть глаголы настоящего времени. Это глаголы живет, есть, пьет. Они отвечают на вопросы «что делает?», обозначают действия, которые происходят в данный момент, настоящее время. Поэтому это глаголы настоящего времени. Прочитайте выделенные словосочетания. Назовите прилагательные и существительные и скажите, в чем они согласуются. В этом тексте, ребята, выделенные словосочетания: вкусную кашу, теплый чай, сладкие блины, холодный компот. В них есть имена прилагательные: вкусную, теплый, сладкие, холодный. А также имена существительные: кашу, чай, блины, компот. Имена прилагательные и имена существительные согласуются между собой в числе и роде. Это стихотворение, и запомните правило. Женский род запомню я и скажу: она моя. И запомню род мужской и опять скажу: он мой. Средний род оно мое, это правило твое. Определите род слов: банан, яблоко, ягода. Проверьте слова. Банан имеет на конце согласную букву. Банан, он мой, мужского рода. Яблоко имеет на конце букву О. Яблоко, оно мое.
среднего рода. Ягода – это слова, имеет на конце букву А. Ягода, она моя женского рода. Эти ребята рецепт салата Саната и соедините стрелками фрукты, которые он использовал, и описание этих фруктов. Проверьте, манго какое? Манго гладкое. Банан какой? Банан желтый. Киви какой? Киви зеленый. Клубника какая? Клубника душистая. Что вы заметили, ребята? У нас получилось словосочетание из существительных и прилагательных, которые согласуются между собой в роде и числе. Изучите, ребята, таблицу и скажите, сколько друзей Саната любят бананы, клубнику, яблоки и сливы. Проверьте, ребята. 4 друзей Саната любят бананы. 3 друзей Саната любят клубнику. 2 друзей Саната любят яблоки. 1 друг Саната любит сливу. Отлично. Думаю, что вы хорошо справились со всеми заданиями сегодняшнего урока. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи.